Здравствуйте, с вами Айнара Мижева. Вы смотрите очередной выпуск телепередачи «Вестник Харысхал». В этом выпуске мы продолжим ряд сюжетов, посвященных неделе инклюзивного образования в Якутске. Итак, смотрим. Встреча благотворительного фонда Харысхал со студентами Арктического государственного института искусства и культуры. Уроки доброты в Саха-гимназии. Флешмоб в поддержку инклюзивного образования. Итоговое мероприятие недели инклюзивного образования вместе со всеми. Благотворительный фонд Харысхал провел встречу со студентами Арктического государственного института искусства и культуры. Целью встречи стало формирование позитивного отношения к людям с инвалидностью. Студентам были представлены две кинокартины «Интервьюер», «Девочка и дельфин». Австралийский фильм «Интервьюер» стал лучшим на 7-м кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Фильм дает возможность зрителям больше узнать о жизни людей с инвалидностью, ломает стереотипы, уничтожая представления об этих людях как о больных и несчастных, показывает их возможности и способности, вызывает глубокую симпатию к их чувствам, переживаниям и мечтам. Также студенты посмотрели фильм о якутской спортсменке Анастасии Диадоровой под названием «Девочка и дельфин». Фильм о том, что жизнь замечательная и всегда есть шанс выжить, что и доказала своими достижениями Анастасия Диадорова. После просмотра фильма студенты активно обсуждали кинокартины и приняли решение вступить в ряды волонтеров благотворительного фонда Харысхал. Я очень рада, что вместо пары у нас провели такую интересную встречу. Нам показали два фильма интересных. После того, как я их увидела, я набралась какой-то мотивации, внутренних сил. Я рада, что я побывала на такой встрече и узнала о такой предприятии, организации Харысхал. И я решила, что в дальнейшем я обязательно приму участие и стану волонтером. Мне это правда понравилось. В рамках проекта «Уроки доброты» на неделе инклюзивного образования прошла очень искренняя и позитивная встреча учащихся 6 класса Саха-гимназии с молодой и перспективной звездой якутской эстрады Димой Потаповым. В начале встречи ребята узнали о подходах к пониманию инвалидности, стереотипах, которые встречаются в обществе по отношению к людям с инвалидностью и с другой полезной информацией. Ребята еще раз убедились, что инвалидность не является поводом для изоляции человека от общества, что многие из них становятся примером для подражания своим сильным духом и характером. Ярким примером для них стал певец Дима Потапов, который рассказал о себе, своем творчестве, спел новую песню. Мальчики и девочки интересовались всем, что касается не только его творчества, но и учебы, будущей профессии и увлечений. На уроке дети серьезно и по-взрослому отнеслись к проблемам инвалидности. Что нового узнали о Диме? Может быть, какие-то интересные вопросы были озвучены? Я, в общем, знаю, что только он пел, а так не знаю, что он так ярко проводит свою жизнь. Узнала, что все люди могут, если поверить в себя. Если сказать очень много, урок был очень интересным. Я узнал о таких, людей, которые с такой болезнью родились или стали. Впрочем, урок был очень хорошим. Дима, поделись впечатлением, как прошел сегодня урок доброты. Очень хорошо, ребята очень активно задавали свои интересующие вопросы, и мне очень понравилось. Как ты думаешь, нужно ли проводить такие уроки вообще, и как часто? Очень нужно и очень часто, потому что, я думаю, такие уроки очень полезны для таких детей. Меняет свое мнение людей с инвалидностью. Но с фондом Харысхал мы уже сотрудничаем в этом году. Уже несколько уроков у нас, серия уроков уже прошла, и поэтому наши дети очень даже знают про этот фонд, думаю. И вот эти уроки обязательно надо вести. Особенно наше общество, или дети, наша молодежь, людей с инвалидностью как-то смотрят, как-то недопонимают как-то, А после таких уроков уже многие уже вышли с таким мнением, что это такие же дети, как они сами, такие же люди.
и они тоже могут достичь очень многого. В торгово-развлекательном комплексе Туймада прошел флешмоб в поддержку акции «Каждый ребенок особенный, все дети равные». Юные вокалисты Arctic Voice и Дима Потапов пели новую песню. Также акцию поддержали артисты инклюзивной театральной студии «Маленький принц». Посетители ТРК были весьма удивлены такому внезапному и яркому сюрпризу. Очень было интересно, очень приятно, что дети помогают другим детям своими песнями и так далее. Очень неожиданно было, очень настроение поднялось. Мы не ожидали, с мамой сидели тут. Очень приятно, хорошо, очень красиво спели песню. Мне очень все понравилось. Благотворительность — это очень здорово. Что я никогда не воспринимала, что их надо как-то обделять каким-то, не знаю, особенным вниманием. Не такие же люди, как мы, не отличаются ничем. Дима, поделись, пожалуйста, своим впечатлением о прошедшем флешмобе. Как все прошло? Вообще шикарно. Вчера как будто мы готовились целый год, целый месяц. Вообще очень шикарно пели. И не знаю, я не могу свои впечатления сказать. Автор этой песни — известный композитор Семен Чинянов, слова и музыка его. В песне говорится о дружбе, о позитиве и чуть немного о любви. Судя по аплодисментам, по визгам, думаю, что да. А у тебя какие впечатления остались после флешмоба? Положительные. Прям заряд бодрости на весь день. Все-таки в 2 часа дня. И думаю, что это все было спонтанно, спланировано. И мы думали, что мы весь этот позитив, думаю, очень хорошо все передали. Заключительным и самым ярким мероприятием недели инклюзивного образования стал концерт «Вместе со всеми», в котором приняли участие музыкальные коллективы, юные поэты.
прошла выставка рисунков и фотографий, а также состоялись мастер-классы для гостей галереи. Но сегодня мы мероприятие, которое действительно включает детей в общую радость. Мы сегодня смотрим, что дети все и с инвалидностью, и нормально развивающие вместе, не радуются жизни, поют, танцуют. Это есть включение в жизнь. А что такое первое случается, когда вдруг у человека появляются ограниченные возможности, но где они ограничиваются? Самое страшное, они ограничиваются в общении, социализации. А наша цель, чтобы перейти вот эти границы и чтобы все жили в едином мире и радовались этой жизни. Но самое главное, нам надо еще подготовить общество, которое бы с радостью восприняло всех, в том числе и детей с ограниченными возможностями, да вообще людей. Я думаю, что вот это поколение, с которыми мы работаем, которые вместе танцуют и поют, это и будет. Идея итогового мероприятия – показать, что дети с особенностями могут заниматься своими увлечениями и вести полноценную жизнь в обществе. Мы когда свою деятельность начинали, мы смотрели опыт других регионов и смотрели опыт общественных объединений, которые есть у нас в России, да? И таким образом мы вышли на региональную общественную организацию инвалидов «Перспектива» города Москвы, да? И почему она нам понравилась? Потому что эта общественная организация, она берет западный опыт, да, и именно адаптирует под российский менталитет и под российские наши законы, правила, да. И мы надеемся, что мероприятия, проведенные в рамках общественной кампании «Неделя инклюзивного образования», стали важным шагом для формирования позитивного общественного мнения для решения проблем людей с инвалидностью. Именно мероприятия, которые были проведены в этом году, они были нацелены не только на информирование населения, что это такое, потому что многие уже все знают. Мы больше добивались именно призыва к общественности, показать детям, молодежи, студентам, учителям, педагогам, всем, что инклюзия, она возможна. Конечно, есть трудности в этом, но если мы будем говорить о том, что есть какие-то тут не получается, там не получается, а если мы будем все вместе, вот как раз последнее итоговое мероприятие называется «Мы все вместе», и все вместе будем работать именно по этому направлению с разных сторон, то мы добьемся больше успехов. Поэтому мероприятия были разного характера и для всех людей. Вот и подошел к концу наш очередной выпуск. Мы увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!